компетенции Народного собрания в области принятия местных законов, на основании каких принципов определяются эти пределы. Мне представляется, что этот вопрос хорошо сформулирован. Я полагаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны, в общем-то, признать, что нужен принцип дополнительности. Есть конституционное поле, легальное поле Республики Молдова, есть гагаузский регион, автономия, которая имеет определенные права и в том числе обязанности. Вот я полагаю, что принцип дополнительности к легальному общему полю Республики Молдова добавить то, что предусматривает закон о правовом статусе Гагаузии, для того, чтобы права граждан здесь, в Гагаузии, в общем-то, они были реализованы так же, как на всей на всей территории Республики Молдова, но дополнительно к этому для реализации культурных, языковых и, скажем так, экономических прав региона, потому что у региона есть специфика. Вот принцип дополнительности, с моей точки зрения, очень был адекватным. Второй вопрос относится к какие существуют устойчивые механизмы для диалога между автономией и центром. Какие из них могут быть использованы для Республики Молдова? Опять же, механизм описан в законодательстве. Госпожа Влах затрагивала эти механизмы. Башкан Гагаузии является членом правительства Республики Молдова, то есть это достаточно сильный механизм. Насколько мне известно, Народное собрание может иметь законодательную инициативу касательно интересов Гагаузии, которые прописаны в Конституции, в законе о статусе Гагаузии. Я полагаю, что это недостаточно, потому что должна быть какая-то постоянная комиссия, которая должна быть рабочим органом, в рамках которого обсуждаются насущные проблемы региона для того, чтобы можно было бы гармонизировать реальную ситуацию в Гагаузии, для того, чтобы на территории Республики Молдова, скажем так, права человека, экономические возможности регионов, они были более-менее равномерно, скажем так, могли бы равномерно развиваться. Третий вопрос касается основных проблем реализации автономии. Я полагаю, что главная проблема – это проблема коммуникации. Потому что есть законодательство, есть международный опыт. Мы все, ну не все, многие из нас участвовали в международных конференциях, посвященных правам автономии. Мы очень хорошо знаем европейский опыт. Мы также знаем наш опыт за последние более 20 лет. И мы понимаем, что самая большая проблема – это коммуникация. Мы просто не знаем в Кишиневе, по крайней мере, я сужу по себе, я считаю человеком достаточно информированным, но, честно говоря, я не в курсе инициатив, которые исходят от исполкома Гагаузии, от Народного собрания, которые касались бы, скажем так, гармонизации законодательства автономии, для того, чтобы можно было бы реализовать те полномочия, которые есть в автономии. Я просто не в курсе, не знаю. Если Народное собрание, если исполком Гагаузии, скажем так, только выпячивает проблемы, которые существуют реально, но не приходит, скажем так, с инициативами конкретными, которые можно было бы обсуждать для того, чтобы мы, скажем так, в Кишиневе, люди, которые обсуждают политические проблемы, могли обсуждать эти проблемы. Потому что есть обратная сторона медали, и мы это знаем.
Республика Молдова – это расколотое общество. В Республике Молдова есть, скажем так, наши националисты, которые воспринимают иногда неадекватно то, что исходит из Гагаузии. Для того, чтобы иметь, скажем так, возможность гармонизировать законодательство, надо, чтобы эти инициативы были известны и обсуждались.